С 1 июля этого года вступает в силу закон о декларировании доходов и расходов депутатами и чиновниками. Его история началась 12 лет назад, когда группа единомышленников во всеуслышание заговорила о проблеме коррупции. Инициатором и главным лоббистом 20-й статьи на протяжении почти 10 лет является Астамур Какалия. Мы хотели бы, во-первых, поблагодарить парламент и президента за принятие закона, поблагодарить тысячи граждан, которые выступали с разных площадок, устраивали разные мероприятия и добились того, что дело сдвинулось с мертвой точки. Министерство по налогам и сборам республики станет главной структурой, ответственной за сбор и обработку информации, а также сверку достоверности деклараций с реальными доходами чиновников. Министр по налогам и сборам Джен Сухнанба подчеркнул, что исполнение принятого закона является приоритетным. Мы создадим возможность всем отделам кадров, которые в соответствии с законом уполномочены раздавать декларации, информировать о заполнении, собирать эти декларации с декларантов и членов их семей. Дадим возможность заполнять в соответствующей программе информацию, которую они собирают. Эта информация будет в электронном виде поступать в Министерство по налогам и сборам, обрабатываться и уже в соответствующей форме будет попадать на сайт. Кроме того, закон наделяет определенными полномочиями и обязательствами кадровые отделы структур, в первую очередь в плане правильного сбора информации. Немаловажную роль здесь играет функция информирования декларантов и членов их семей, потому что вещь для нас новая. До сих пор в нашей стране подобные декларации заполняли только судьи, и кандидаты на высшие посты нашего государства. То есть определенная информационная работа должна быть проведена. От слаженности работы отдела кадров, от того, как они будут вносить информацию в соответствующую базу данных, будет зависеть результат на выходе. Это тоже очень важно, и мне кажется, что здесь в плане информационной поддержки ваша помощь была бы тоже очень важна. Выступавшие высказывали разные мнения относительно реализации закона. Однако все они сошлись в одном. Главный шаг сделан. Тенгиз Джопу отметил, что нагрузка на налоговую службу возрастет в разы. Ведь теперь структуре придется получать и проверять огромный объем информации. Это все скинули на плечи Министерству по налогам и сборам. Не только, как раз таки там сообща проводится. Я говорю с учетом работы, знаю опыта работы госслужбы. Как правило, сейчас вся ответственность лежит на них. А собственными ресурсами проверить достоверность всей информации, которая изложена в документах, они не смогут. Следовательно, нужно будет разрабатывать сейчас дополнительные подзаконные акты. Нужно будет увеличивать штатную численность ведомства, потому что у них там собственных проблем по администрированию налогов достаточно. В своем выступлении председатель контрольной палаты Роберт Аршева рассказал о деятельности палаты и подчеркнул, что главные принципы работы – открытость и правда. Тот принцип, который был заложен изначально еще в 2013 году при первом моем назначении, мы стараемся этот принцип выполнять со своей точки зрения, то есть со своей работы. То есть я считаю, что мы в полном объеме, максимально, насколько позволяет нам наша квалификация, знания всех сотрудников контрольной палаты и коллегий контрольной палаты, то мы, конечно, эту всю информацию, наша информация, она практически открыта, за исключением пару материалов, на которых стоят грифы. По словам активистов, принятие антикоррупционного закона вызвало большой резонанс и поддержку не только в Абхазии, но и на всем Кавказе, а также среди абхазских диаспор России и Турции. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.